М, Да, были видео с другого места. Я так понимаю, в Дагестане то же самое происходит, по крайней мере. Но, уважаемые братья, честно скажу, я не разместил по поводу Дагестана или других регионов. Возможно, и в Ингушетии есть это, возможно, и в Осетии есть, и в Адыгее, и в Кабардино-Балкарии. Лишние разговоры, я в этой сфере работаю давно. Вот наше взяли, наше разместили, вот такие разговоры мне не нужны, поэтому я закинул в основном только то, что делали наши представители моего народа. Прошу вас сразу понять, и нет в этом никакого национализма и всего остального, изма, остальных много разных измов. Прошу не воспринимать это. Я не делал это только по одной простой причине, потому что я столкнулся с таким несколько раз. Там закинул драку, была в Москве драка, я помню, закинул, там написал то ли кавказец, там были наши представители. Он видео сказал: "Войник лечу", я его закинул, а потом Сюли там показали, сказали, это оказывается был там даргинец, Сюли, короче, а эти указали, что там это якобы чеченцы сделали. Из-за этого опровержение сделали. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи баракату. Опровержение сделали. А мне такие вещи не нужно. И я, в принципе, закинул его. Почему? Потому что мне прислали видео с таким вот "войны глядчу", сказали, все. Кавказец это, чеченец это, кто я... В Войниге я понял, что это наш дерется. А потом оказалось, что он с Кавказа, но с какого региона неизвестно. Мне пришлось это видео убрать. Конечно, тут не было никакого возвеличивания свое или украсть у кого-то чужого. Нет, такие дела я очень негативно отношусь, поэтому я удалил данный ролик. С тех пор я пытаюсь не закидывать, если меня сами не попросят, там, допустим, кто-то скажет, там никаких проблем нету. Но после этого вы видите завал, просто простые люди снимали, присылали со всех районов, везде, где только было. И я пытался максимально в сторис закинуть, залить это в ленту, чтобы показать. То есть и по всем каналам, везде, в социальных сетях, где только можно было, я распространил. Я надеюсь, что наше единство, наша солидарность лишний раз подчеркнула, что мы едины, всегда были и будем, особенно в тяжелые времена для нашей уммы, для нашего народа. Поэтому есть такие. Если я как-то неправильно повел себя или неправильно сделал, вы скажите, вот тут ты ошибаешься, тут ты прав, тут ты не прав. Я постараюсь исправиться. Вы не стесняйтесь, дайте знать только вот. Ибрahim, если есть вопросы с Ютуба, ты тоже отправляй, вот и мало ли, всякое может быть, я как бы не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому, братья мои, я могу ошибаться. Я знаю, что ауховцы сегодня приняли активное участие тоже в собрании, распространении информации, в дуа и в некоторых финансовых
попытались сделать, отправить. И была такая информация о том, что вы, если вот с территории России отправлять финансовые на какие-то карты, нужно с этим быть очень осторожно, что это небезопасно. Ну, здесь законодательство, с этим законодательством, если непроверенная информация с Российской Федерации отправлять, тоже нужно с этими вопросами поосторожнее быть. Многие опасались некоторых моментов, по этому вопросу тоже спрашивали, а не будет ли претензий у властей или у структур. Насколько я знаю, если вы отправляете только по проверенному, прошу вас убедительно, отправляйте только проверенные адреса, электронные адреса, карты. Будьте осторожнее. Всегда находится кто-нибудь. Смотрите все, не отправляйте с России. Вы отправляете тем, кто пострадал. Либо поэтому Хаш Худиз Вежри, Чуаллар Далдиз. Свободный волк, 3 восьмерки, духуа, глаша, чуах, цельщил, шех, и он шмаязди. Из-за почуа большая, хьечайна, хокбел хананол, ойрёш, он штуй, шмаязди, суа, цуюк и маверт, эл, массерга, ханг худу язеца, уж большая, маязи, эл, цельш моя, чуах, цегюш, что он шмадиц, он дальше кана, ича, хокуэйн, пейден, буал дабах биш буй. Так. Еще одна поддержка от Зуура, Алазинду. Аллах дал сей дуэл, дал духу ахуал, бодисник эзашка соудолетел. Ибрahim, если есть вопросы с Ютуба, тоже отправляйте. Ютуб Чурдала. Да, мне отправили, этот вопрос раз затронут, хочу сказать, мне почти что человек 20 отправило видео с неким чуваком, я не знаю, не хочу его оскорблять, он был один раз в моем эфире, это было года 3 тому назад, если я не ошибаюсь, мне там грозили, сказали, что разнесут в пух и прах всю нашу историю, что есть некий кумык, который академик, который и так далее. Мне скинули этого человека, он вышел в эфир. Я долго его слушал, даже некоторые нарнийцы наши с запада начали говорить, что меня он разнес пух и прах. Хочу огорчить вас. И я знаю, что он называет мою фамилию, я знаю, что он называет Хасана Бакаева и так далее. Там, Руслана Балдыгдич, я не знаю, почему он его тоже называет, но в любом случае он пишет, что нету ни одного имама, который мог бы остановить ложь, которую там он просил посадить нас, дать там огромные сроки официальной власти. Этот человек больной. Я вам скажу так, как мне ответили кумыки оттуда.
с Дагестана, когда он очередной раз вышел с какой-то... Мне сказали, что у него то ли шизофрения, то ли что, я не знаю. Я не знаю, каким образом и что должен был сказать муфтият чеченский, чтобы мы замолчали, или что. Причем тут нас затыкать или не затыкать. То, что мне скидываете его видео, этот человек может говорить, что хочет, рассказывать. Он говорил, что и кемерийцы, и гунны, и хунны, и все, кого он только не назвал, все они, их предки, то есть они потомки этих великих воинов, что вся равнина принадлежала им, что там сейчас чего он только не называет. Ну, по разговору вы должны понять, что это просто-напросто человек больной, уже по ходу болезнь прогрессирует, и иначе я назвать никак не могу. Конечно, было бы хорошо, если бы он бы занимался только своей историей, занимался бы своей родиной, но это его как бы личное дело. Поэтому прошу, не Азамат Дишни Амина Тисаева Башла, можешь пригласить? Куда пригласить? Ну, во-первых, если они в эфире, я могу их пригласить в эфире. А так, куда я их могу пригласить? Насколько я знаю, Азамат не дома. А Амин Тисаев, как говорится, каждый, кто желает, может прийти. У меня эфир открытый. Я с радостью приму каждого из них, и мы можем вести дискуссию. Но пока, по крайней мере, с Азаматом более или менее у меня есть связь. С Амином мы как-то с друг другом мы знакомы, но не контактировали по этому вопросу. Совместных эфиров, по крайней мере, он ничего не говорил. Не проявлял желания. Азамата я приводил несколько раз, он был в эфире. Но когда будет он дома, я, конечно... Просто это дело в том, что этот человек не новый. Он рассказывал, ну, я не хочу сейчас говорить, честно сказать, за его спиной, но мы с ним схлестнулись именно на теме Ташухаджи. Он утверждает, что Ташухаджи, если еще как-то было понятно, что Сейстан Хаджу, если по этой тематике еще можно было там 50 на 50 решить, кто прав, кто нет, но там он говорит, я Чархаджи, кумыки, все остальные кумыки, что мы якобы воруем, а мы со своей стороны говорим, он говорит, Гудурмес, Пасунджи, Верх, все были земли наши, там, ну, такие вот вещи. Башлам, если можно, расскажи нам немного про Хасуху Магомадова. Что можно рассказать про Хасуху Магомадову? Что именно? Поймите, жизнь абреков, вот самое красочное, то, что рассказывает, это то, что во время после депортации, что он попал на какую-то то ли свадьбу, то ли лоузер, якобы после чего он там расстрелял 26 человек. Вот эту, как говорится, вот этот полевой материал все рассказывают. Вот жизнедеятельности Хасухи рассказать или написать о нем автобиографию. Считается, что последним абреком он был, да. Вот то, что есть информации, которой не было ни у кого, я есть знаком с человеком, который видел последнего, точнее его тело. То, что он смог сделать в то время, он был работником милиции. Он узнал, когда спецконвой там начали очень сильно охраняемо, его привезли тело. Он то, что знал, прочитал дуа, сделал дуа динацу, там, то, что он смог сделать омовение, он видел его ранения, куда были его ранения. И то, что показывает на фотографии, и то, что показывает его, они абсолютно разные. Он говорит, то тело, которого привезли Хасухи Магомадову, оно очень сильно отличается от тела, которое якобы находится на фотографии.
фотографии и реальности этого человека, оно очень сильно. Этот человек до сих пор живой, дай Аллах ему здоровья, Диквошеву, Ценнохчу, и он рассказал об этой ситуации. И Цюндак его Кайлах Дадахна, мечта она цауша, Гучердах Канхалар, в советское время еще, не забывайте. Вот, чтобы не было как бы места паломничества, чтобы не ходили к нему. Вот такие вещи есть про него. То, что он сопротивлялся советской системе, занимался обречеством. Некоторые говорят, что он пришел и вырыл сам себе могилу, и что кто-то донес. И, опять же, эти полевые материалы, кто донес, известно, и в селе знают об этом. Вот такие вещи, они немножко... Я боюсь в этих вещах ошибиться просто-напросто. Однозначной информации нету, там, якобы известно, другой говорит, не так это было. Нохчик амгоушие, питанда сунлацаля. Вот. Как-то так, если вкратце сказать. Какие-то материалы, которые скидывают в директ, я читаю, я проверяю, перепроверяю. Насчет Хасухи Магомадова. Опять же, доказательства и достоверно подтверждение информации о том, что он расстрелял там 26 сюли, кажется, да? Сюли, газгунки, которые танцевали. Когда он спросил, а что здесь свадьба, они сказали, нет, наших врагов, то ли чеченцев выслали, из-за этого якобы устроили лезгинку, там с Ихаиром сделали. После чего он ушел, взял оружие, пришел и расстрелял. Вот данной информации, подтверждения нету никакой, кроме того, что он это сделал. То есть ни от МВД не зафиксировано где-либо, что-либо об этом. Я, к сожалению, информации не нашел. Она, в принципе, не должна быть и засекречена. Если он это сделал, наоборот, таки. Я не говорю, что он этого не сделал, но подтверждения документа официального я не нашел по этому поводу. Вот. Вот так вот ситуация. Если у вас есть какая-то дополнительная информация по нему или по другим там братьев Исраила, Хасухи, Магомадову, то, что вы знаете достоверно или можно на что-то опереться, присылайте в директ. Я же вам сказал, я обязательно ознакомлюсь. Мы сделаем потом общее, как говорится, резюме, или не резюме, не знаю, но напишем об этом. Так. И брат Саламбек. Брат Саламбек задонатил надеюсь, ага. Так, сейчас, так, сейчас ответим. Сейчас мы ответим, здесь надо, тоже прислали.
Так. Башлам кумыки чем занимались, если Ташу Хаджи был муджахидом Чечни, ведь шамхальство разрушили еще при жизни Ташу Хаджи? Сейчас отвечу. Я Вы знаете, я честно, вы знаете, не пытаюсь. Алейкум салам, Масир Элбюстик. Башлам кумыки чем занимались, если Ташу Хаджи был муджахидом Чечни, ведь шамхальство разрушили еще пришли. Часть, конечно, из них была на стороне, были вместе с Ташу Хаджи, часть была на стороне царской власти, поэтому кто чем занимался там, и так, сподвижники у него были, но Ташу Хаджи имел огромнейший авторитет среди чеченцев и среди ауховцев. Они тоже чеченцы, но имеется в виду Ауха и вот Восточной Чечни, Ичкерии. Хасуха и братья Исраила у меня это, брат, самая неизученная, неисследованная история. Она у всех неизученная, поверь мне, что касается этих наших. До про братьев Исраиловых еще по-разному есть информация. Они-то были, закончили военное учреждение, если не ошибаюсь, то ли в Ростове, то ли где-то еще. Они были на стороне сначала советов, а потом дальше уже перешли, стали противников и громить. Особенно подняли восстание в горной части Чечни. Вот. Вот так вот. Я не знаю, почему-то сегодня, и вот увидели, публиковал посты про Нуцалов, Шамхалов, когда говорит, что это неправда. В принципе, и Нуцалов, и Шамхалов громил, и имам Шамиль. А есть информация, которая там целая Султыкин, Югу Сирноводский Асинов, Яиц Юлмайла. Умар Чеченец. Да, мне прислали этот момент. Он рассказывает, что якобы с Асиновки, Серноводски всех терских казаков уничтожили, якобы только чисто ингуши, он сказал. Однако никакой такой информации никто не владеет, достоверности, где, кого они там уничтожали, я не понял. О каких годах идет речь, я тоже не понял. Он, конечно, говорить-то можно все что угодно, язык без костей, кого он там громил, кого он убивал. Если он имеет в виду про 90-е годы, маловероятно. Ну да, был там бандитизм. Что касается, о каких годах они их громили и прогоняли, я, честно сказать, не понимаю. Опять же возникает вопрос, зачем нужно было там отвоевывать Серноводскую Асиновку, если можно было то же самое сделать там, допустим, с другой стороны. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Логике никаким образом не подвергается там его анализ. Я не знаю, каким образом можно было такие вещи говорить и действовать. Бадруди, дайлде алвайл, дайлду хуахуайл, дайла мукшмер швахуайл хананна, ха хусамна, хадюзалшна масарна,
Daal irsi dakhal loer. Daal hokut. Noch busul din noch قومن بيدين خيل ده لا حشيش قطع ده الخش هق أمتنا هق قومنا بيدين دوش شق دولي هذا يقلبي حق Bez masana خير Padarkš, imamo što dvicer dacuje. Kaže imalac, eto, mahelnjaca, dik doći vjerovac, ик да луштол шаур. Цачун, пока, как говорится. Я об этом и говорю, зачем было там воевать, отбирать что-либо, там, Серноводскую, Асиновку, зачем, если она, в принципе, никогда не была вашей, я этого не пойму. Опять же, там Русик тоже утверждал, что за Малгобек воевали только они с немцами. Начинаешь проверять информацию о Великой Отечественной войне, что-то очень сомнительно. Ну да ладно, оставим. Ибраим Ютуб, хухуль что. Ютуб, Гайс Таймер работает. Канал, люди подписываются. Я прошу прощения, конечно, с Ютуба братьев, сестер по поводу сторис, вот эти Урус Мартани, Гудурмес, Знаменка, все везде, где проходит насчет сборов, то, что собирали, вот эти сторисы я не закинул в Инстаграм, в Ютуб, единственная площадка, куда я не закинул. Потому что YouTube площадка, она немножко иная, поэтому только в Инстаграме, Фейсбук, Телеграм там я, как говорится, закинул в основном, а в Ютубе не закинул. Вот, пошла чего. Мы и так говорим о разном. Я, честно сказать, когда мне прислали, я надеялся там, то, что мне скинули, как я надеялся, что он не заденет, не скажет ничего. Но вот этот момент вырезали, мне прислали, сказали там, что Серноводск, Асинов. Честно сказать, наверное, Серноводские и Асиновки, наши жители, наши ногчи удивились немного, когда услышали такое очередную браваду от этого человека, где он говорит, что мы только воевали за него. Ну да ладно, что стоит ожидать от него, если он брат и соратник Нурдина. Вот. Да. Конечно. Друзья, не забывайте, братья, сестры, любую информацию, у многих есть мой WhatsApp. Поэтому сразу же, где вы, когда находите какую-либо информацию, важную для нашего народа, скидывайте в директ, в WhatsApp видео, чтобы мы могли первыми сразу это загрузить и скинуть. Это очень важно. Мгновенно. В Ютубе мне срезку прислали с Ютуба, с Саварим. Там выступает, кажется, канал был Мягкел, что ли, что-то такое, я не помню сейчас. Он не говорил, он говорил, что за Серноводский, Асиновку воевали только ингуши, он сказал. Только они воевали, якобы отвоевали его. Бюстикюэл, дал юзил, дал дукяхвел. Ну, с каждым разом все больше нового, конечно, я не знаю. Честно сказать, гадал не сказал, когда они воевали за него. Опять же, если воевали за Серноводский Асин, зачем за Серноводской Асиновки, если у тебя, ты говоришь, полуреспублики находится там, отобрали якобы. Надо было говорить, отбирать в ту сторону, а не в эту. Что-то мне ни один житель Серноводской Асиновки такой информации никогда не рассказывал. Я не знаю. Ну, надо же хоть что-то.
Да, в этой ситуации можно было вообще не затронуть, не затрагивать, но все-таки спросите у ингушей, как они называют тот или иной населенный пункт в Сунжинском и Молдавском районах. Ингуши даже не имеют свои названия, они показывают их инородность в этих. Дарья Алборс. В основе своей, конечно, когда начинаешь говорить, каждый начинает говорить, что якобы вот там были наши селения, хутора, а вот русские пришли, сели, назвали их по-своему. Очень странно, конечно, это. Странная логика. Русские на землях Шамхальства в 1844 году построили порт Петровский, а Ташухаджи в это время достигает в Чечне Сан-Шахида. Почему за чеченцев, а не за кумыков? Ну, Ариберд, тут, конечно же, с логикой не поспоришь. Честно сказать, их спросить, у них немножко иначе повернуто. Я не могу сказать за всех, но я никак не могу понять в этой ситуации. За Ташухаджи стоит весь аух, за Ташухаджи стоит Биной. То есть Биной Тайп не маленький, они биноевцы, энгиноевцы, вот все, весь Нажаюрт за ним, Восток Ичкерия за него, зандаковцы за ним. А вот вся логика заключается в том, что воевали и возглавлял он чеченцев, а в конце концов оказался, что он, по крайней мере, пишет. Так не только они, есть некоторые нохчи, которые говорят, что он там. Вся логика заключается в том, что он не знал чеченского языка, что он писал и говорил там на кумыке. Но есть потомки других представителей наших соседей, которые мне очень достоверно донесли. Если человек жил среди того или иного народа, писали там, допустим, Аль-Кумуки, или Аль-Даргини, или Аль-Лезгини. Если среди этого человека это вот так записывали, говорит, и это не имелось в виду, что национальность у него такова. Интересно, Мяллоузи есть Ишвей, как долго это может продолжаться? Башлам, ты понимаешь, что люди до сих пор тают надежды повернуть какую-нибудь аферу и эти села. Я-то это понимаю, конечно. Что сказать, если они Альпу... не знаю, кто там Альпу перешел. Но знаю одно, что нужно с этими вещами осторожнее. Мы получили донат за 156-е сражение в Слепцовске, да? За 156-е, то, конечно, это очень крутое сражение, походу, было. Я не удивлюсь, что скоро и Слепцовск тоже окажется осенью. Хотя есть такие разговоры. Так, дальше. Да, странно еще другое, то что, да, понятно, никто не отрицает, что он родился в Эндере. Вот. То, что он знал кумыкский язык, тоже никто не отрицает. Но если ты в основном растешь среди кумыков, знать кумыкский язык, это абсолютно ничего такого. С учетом того, что не кумыкский, а тюркский язык был международным в то время, весь бизнес, все это велось, и то, что он знал этот язык, ничего не дает. Но, однако, свободная справедливость осталась безнаказанной, негодяи не следует. Это делает их еще нахальные. Бузик нахал и лжец, провокатор, ему подкидывают информацию, а он ее озвучивает, работает. Камрады, факт, да. Что не дал случиться страшному. Не знаю, Ташухаджи похоронен в селении Саисан, Сейс на Умячусо.
Насчет даты его смерти там есть, конечно же, небольшое недопонимание. Говорили о 1841, но есть информация, что он погиб все-таки 1846, если я не ошибаюсь. Не 41, 2, не 40 или не 41 и не 42, 1840 и 41, 42, а в 1846 году. Опять же, он погиб на территории Чечни. Так, Гуноевец Давид и Donation нам пишет: Русика дед погиб под Малгобеком. Это что-то новое, честно сказать. Вот, как раз, может быть, надо эту информацию. Может быть, погиб, ну, честно сказать, это очень странно, конечно. Я думаю, он об этом бы заявил раньше всех, но пошел движба. Насчет дамбы в Черноречье было весело. Движ пошел, да, ну, вот. Материалы собирают. Да, он мне скинул якобы насчет восточной части, но самое авторитетное то, что он скидывал по поводу Ташухаджи Саисанского. Есть там, конечно, материалы, которые... Там то, что он скинул. Я не видел человека, который он сказал, что есть и Иордании, и Турции люди, прямые потомки Ташухаджи, которые докажут. Но до сих пор я их не видел. Башлам пишут, что при строительстве крепости Грозная на территории нынешнего Грозного находилось до не 20, а 26, некоторые говорят, и до 40 хуторов. Известно ли название, хотя бы нескольких? Известно, Герман. Я их публиковал. Вам нужно просто смотреть на нашу страницу, потихоньку ее листая вниз. То есть мы сейчас, если наверху, там 12 300 постов, я понимаю, но мы их публиковали. Там села и Лам Эх, и хутора там, Эшба, хутора там, многих, Кей, хутора, вот такие вот, и Ламакинцев, и Кей, и Эрсной, вроде бы были, Эрсной были, нет, не помню. Многие шатойские тейпы там, хутора были в честь этих. Есть они опубликованы, они... Повторяться не хочу, но они есть. Всех и названия не запомнил, но знаю, что их от 26 Зандак тоже там есть. Хутор Зандхуай. То есть в этой местности много. Максагов высмеял Бузуртанова и его соратников. Сказал, среди 250 ученых Республики Ингушетии и 500 блогеров, историков, сказочников не нашелся даже один, кто смог бы составить описание наколкам. Наколки вроде бы на теле человека бывают, не так ли? Петроглифы я понимаю, но наколки... Это что-то новое. Цоринские вот эти, то, что нашли, мне его столько раз присылали сами ингуши, я честно сказать, я не понимаю, зачем мне присылать. Еще раз, раз 20 мне прислали. Сами головой прислали. Что ты скажешь насчет этого? Что ты скажешь насчет этого? Что я могу сказать, я не знаю, зачем у меня спрашивать. Или они хотели, чтобы я это сделал опровержение, а потом раскинуть, сказать, что вот Башлам сказал это, на самом деле это не так и так далее. Во-первых, отчетливо должны сделать анализ, должны сделать это авторитетные ученые. Пускай они дают ответ на меня. Для меня... Нету ничего такого, там, чтобы сверхъестественно, чтобы я там как-то
не знаю, что можно рассказать об этом. Это не моя история, меня это не касается. Вот. Ни больше, ни меньше. Валла, дейлда сабала амцахала. Вот клянусь, мне даже дела нету. Мне прислали там и так далее, но были пару моментов, которые я там заметил. Но опять же, боюсь, что это не понравилось бы. Но кроме меня это видели многие, без меня тоже. Ну, хорошо, если нашли. Альхамдулилlah. Я рад. Нашли. Боюсь, что это как с орлом Сулеймана. Ну как же, не знаете, с орлом Сулеймана. Они говорят, что на самом деле не чеченцы принесли ислам, а что есть орел Сулеймана, который был найден там в каком-то там веке, какого-то века, что чуть ли не с 12 или то ли с 13 века, что они мусульмане, раз есть у них орел Сулеймана, значит они мусульмане и не ислам не принесли, не чеченские там устазы и так далее. Ну, честно сказать, мне это без разницы, кто принес, что принес. Вопрос не в том, что кто принес, вопрос в том, кто придерживается его. Вот. Я знаю, что ко мне приходят вроде бы мусульмане, вроде бы там, да, и первое слово, когда начинают что-то писать, матерятся. Матерятся безбожно, никакой культуры. По любому вопросу надо там с мата, особенно там рассказывая какой-то гениталии по материнской или по отцовской стороне. Я понимаю, что это вот культура может быть этих людей, но когда ты начинаешь говорить, вот зачем ты вот это вот преподносишь таким, ты же мусульманин, ты все остальное. Если ты можешь доказать правоту, приходи, да, вот я не хочу, я не публичный человек, я не такой. Но если ты не публичный человек, если ты не такой, не сякой, то зачем ты приходишь, материшься там где-то, когда никто не видит, никто тебя не слышит, что ты хочешь мне доказать? Изменить мое мировоззрение об истории моего народа? Нет. Один пришел и скинул мне вот эти ролики и говорит, вот ты написал, говорит, что Цори горная Чечня. Нету доказательства этим открыткам. Но я ему поясняю. Он говорит, их было там, говорит, 8 или 9 открыто. Якобы, то ли у Азамата, то ли у кого-то видел. Там еще горная Чечня написано, и Эгикал еще перечисляются ингушские башенные комплексы. Но у меня их нету. У меня есть 4 картинки, и на них написано горная Чечня. Там это и озеро Казино Англии указывает, что это горная Чечня, не Дагестан. Там Шатой, там остальное, вот все пока. И одна из этих открыток написано горная Чечня Цори. И какие проблемы ко мне? Если у них есть информация, что это, я же написал, что, видать, вот эту открытку сделали в советское время, когда еще была Чечено-Ингушетия. Может быть, какой-то историк, я не знаю, кто-то по ошибке сделал, как-то сделал эту открытку. Я ее не делал. Если у вас есть другая открытка, где написано, что это горная Ингушетия того же года, покажите, вот такая-то в такой-то типографии сделано, опровергните меня. Не нужно заходить и рассказывать там рассказывать мне о том, что якобы это не такое, что это неправда. Ну, предоставьте опровержение, и я уберу, если это так. Когда-то, если эта часть входила в Чечню или не входила, были ли они имамати, имама Шамиля, не были они, ну, это чья вина? Допустим, галашки входили в Малую Чечню. Если они говорят, не входили, и это неправда, я могу предоставить карты, которые точно так же есть в архивном управлении и Ингушетии, Академия наук публиковала, на какой книге публиковали. И там указано, что Галашки, была граница, Галашки входила в состав буквально даже
Да, во время имамата Шамиля она входила еще в 40-е годы, она, если 42-й в это время, она входила в состав имамата Шамиля. Галашки. Малая Чечня она называется. Она не называется Малая Ингушетия и так далее. Но зачем меня проклинать, если она входит в состав и на карте она написана как Малая Чечня? Какие проблемы? Хотя Чечня и Дагестан были объединены, там же есть написано Лезгистан. Есть? Есть. Хотя Чечня и Дагестан в то время имамат был объединенный. Но их пишут отдельно, а Чечню пишут отдельно. Значит, это все было, это факт. На определенное время, 20 лет он просуществовал, 10 лет он просуществовал. Горская республика просуществовала 2 года. Была? Была. Могу ли я отменить флаг? Могу ли я отменить что-либо? Нет, не могу. Это исторический факт. Зачем оскорблять, материться, если то, что есть, вы можете зайти и найти. Причем в ваших же документах. Я апеллирую вашими документами. Баслам, какие юридические и вообще правовые нормы имеются на территории Малгобекского района Ингушей, как приватизировали Чеченский районный центр в Псидах? Насчет Псидаха, насчет Малгобекского района, он раньше был Псидахский район, вы знаете, да? Что касается Псидаха, его дали не ингуши, и само сюда поселили туда Дюэл-Кюрта, они ингуши поселили туда чеченцев, они еще со времен Бека Черкасского там, они эту землю, когда Бек Черкасский продавал остальные земли России, это село, и земли этого села выкупили сами чеченцы у этого князя. Об этом мы говорили. Вот что касается остального ухождения, но при создании автономии автоматически вошла в состав Ингушетии. Там не было ни инарков, не было, ни сагапши не было. Это уже в дальнейшем в тиски зажали Псидах с одной стороны, с другой стороны. Но я думаю, что вторым был Псидах, а инарки был последним по ходу. Сформировали, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Раньше вроде бы был сагапши, позже уже инарки. Вот. Что касается Малгобекского района, часть Малгобекского района входила в чеченскую автономию с 1929 года по 1935. И Карабулак, и вот эти все 8 сел. Ну, по 2018 году, после заключения юридического соглашения о демаркации вопроса о границе с Чечней и Ингушетией, 8 этих селений, 8, если не ошибаюсь, 6 или 8, кажется, селений. 2 остались на нашей территории, Синолотская, Асиновка. Остальные 6, вроде бы, они было 8 сел было спорных. Спорных почему, я опять же вам говорю, не было бы 1934 года, все бы было территорией Чечни. Не было бы никаких сомнений. Ну, был 1934 год, вот так получилось, что они говорят, они были ваши всего лишь 5 лет. Башлам, ассаламу алейкум рахматуллахи ва алейкум ассалам. Башлам, беда чеченцев, как и у всех других народов Кавказа, это ссылаться на Россию, на русских. Русские не всегда правдивы. Есть факты и точка. Вайн хушмаду, кто где жил и когда. Ну, я опять же вам говорю, знаете, должен на что-то ссылаться. Если ни на что не ссылаться, то это как горох об стенку. Становишься очередным нордийцем. Хоть на какие-то документы мы должны ссылаться. Мы можем ссылаться на кабардинские документы, или ссылаться там, на чеченские, или на чьи-то другие. Чьи были земли, конечно, это очень сложный вопрос. Опять же, мы можем говорить таким образом, если земля принадлежит завоевателям, и они имеют право ее отдавать, это одно дело, если мы с этим согласны. Если мы с этим не согласны, извини меня, любой человек должен заслужить эту землю, правильно? Отвоевать ее. А кто ее отвоевал? Никто ее не отвоевал. По сути своей не отвоевывал. Заслужить, может быть, перед царской Россией заслужил там, или перед Советским Союзом заслужил. Этот вопрос немножко риторический там.
кому позволили, кому это было. Но опять же, если говорить, мы можем говорить, что это земля и нагайцев, мы можем говорить, что это земля. Почему? Потому что нагайский хан когда-то там был. Или дальше, там до нее Золотая Орда, то Аланское царство и так далее и тому подобное. Там уже могут, допустим, те же кабардинцы, адыги сказать, что, оказывается, Бек-Черкасский эти земли не продал, они были их, а вот насильно Российская империя заставила эти земли забрать, что это земли наши. Кто будет с ними спорить? Окей? Кто? Кто может претендовать тогда? Они скажут, что это были наши. Докажите документы, что купил. Ну, допустим, Россия может предоставить документы, потому что в соглашении купля-продажи документы, все в архивах хранится. А остальные кто могут сказать? Кого хотят после завоевания, того и сели. Другое дело, что в дальнейшем начали потихоньку уже терские казать, сунжинских казаков или терских казаков. Их начали уже 80-е, 90-е годы. Там есть статьи в этой книге, там сколько убивали, кто убивал, в каких селениях. Это все есть. Почему-то нас упрекали в том, что якобы в Сунжинском районе убивали чеченцы, якобы терских казаков. Но материалы уголовных дел, они тоже есть, и они прекрасно показывают, кто кого убивал, и кто откуда, какие споры были на бытовом уровне. И видео тоже, кстати, есть. Умар чеченец, башлам, ашвей цхак, амдубо, швей, ни хоуш ин цуиш. Цакейтисо. Ашвей цхак, амдубо, ша, вей, дальше. Я не понял вопроса ваша. Псидах дюэл кюртюиза, коренные терлоицы живут. Не понял я вопрос. В Псидахе живут все ногчи, и все они коренные. Псидах это кабардинское село. Это не кабардинское село. Псидах дюэл кюртюиз, садалаха. Псидах ее назвали кабардинцы, образно говоря, которое было захвачено чеченцами во время реконкисты. Во время реконкисты захвачено оно не было. Это неправильно. Опять же, реконкиста это можно говорить не об этих землях. Вот, как бы не хотелось, но это неправильно. Во время реконкисты захвачено было, нет. Эти земли опустошились. Взаимоотношения между адыгами, ныне кабардинцами, было вполне нормально, и туда переселились чеченцы. Вот, захвачено и поселились, и добровольно поселились, потому что были хорошие взаимоотношения, это разные. Реконкиста, ты не чувствуешь, что эта реконкиста слишком уж далеко перепрыгнула с горной части, промежуточной земли. Если бы ты сказал Асиновка реконкиста, или там Давыденко, или там, не знаю, Заканюрт, или Даут Мартан, я бы мог понять насчет реконкисты. А у тебя какой-то, ты прямо огромный промежуток земли оставил, перепрыгиваешь на самую северную часть, там, северо-западную часть реконкиста. Реконкиста, тема, конечно, очень обширная, но реконкиста, можно сказать, по отношению и к кабардинским князьям, и к кумыкским шамхалам. Хотя про нуцалов почти что ничего нету, хотя они сегодня там оказались чуть ли не что всю правую часть Аргуна им принадлежала. Вот есть такие сказки, байки. Частично они пытались плодородные земли чеченцев использовать, но опять же, как это было все, знает только Аллах. Мы знаем, мы предположение имеем. В Псидах это как бы так, это я ответил. Основателями считаю Стейп Алруай Зантхуа. Насчет основателей я прошу вас немножко не делайте такие вещи. Алруай Нохчибу, Зантхуай Нохчибу, там живут Алруай, Зантхуай, Энгнуай, Пешхуай, Тумсуай Бумачусо. Там живут Мулкуай, там много кто живет. Ну вот сейчас мы возьмем и скажем, что они основатели. Ой, дяштек питану. Ногчик оман тайтни, что тебя аштеш. И все. Неважно какие. Основатели эльча, цуна тебя аш болчнахана, дейлах тхо, мадар хуза, хорша мабар хуза. Эрлуай буцуя, тон суай буцига масла бахасам.
Энгнуай буцигах, там, Мулкуай буцигах, Пешкуай буцигах, Алруай буцигах. Ну, Шабершман буцигах, Цундера надо это преподносить. У нас вот это очень нехорошее качество. Как какое-то село Оквалиню, Тхаю, Харду, Вожду, не надо, такие вещи не занимайтесь. Ху разницу, любой ногчу сюда вон. Вахаянцики. Это же позиция, хица. Бях побилыш. Так я и говорю, любой человек, который хотел бы поговорить, хотел бы пообщаться на любую тематику, опять же, на любую тематику касаемо истории, этнологии, географии. Если есть какие-то юридические тонкости, мы можем юриспруденции тоже поговорить, да? Касаемо демонетизации. Ну, вот такие вещи нужно аккуратно. Ну, вообще-то, вот чеченская реконкиста, я уже несколько человек слышал, в кавычках, историки, которые говорят, что они вообще являются авторами этого слова. Реконкиста длилась не 200 лет, я тебе скажу сейчас. 500-е, 600-е, 700-е, фактически 400 лет длилась реконкиста. После того, как Тамерленг, Тимур Хромой, эмир Тимур прошелся по нашей горной части, уничтожая все и вся, и старых, и детей, и младых, и больших, небольшая часть которой смогла скрыться в Галанчожском районе, и Томкалинском, некоторые говорят в Шатойском, хотя у меня есть сомнения, что в Шатойском скрылись. Там все-таки горы не такие неприступные. Но все-таки вполне возможно, в Шатойских горах, кто смог скрыться, очень маленькое количество. Вот. Скрылись там. Там уже сформировался, опять же я говорю, некоторые говорят, что сформировался этногенез всего чеченского народа и стали единым после этого. А до этого якобы каждый был сам по себе и так далее. Там, то есть формирование вот этих родственных, близкокровных отношений якобы происходило там. То есть это получается с 14 по определенный 15 век. Да, вот то, что он 1380-е, это 14 век. И хорошо, пускай будет это по середине 15 века. 15, 16, 17, 18 век. 400 лет без малого продлилась реконкиста. Понимаете? Это не... Мы спустились обратно на наши земли, и здесь обнаружили, сидят, с одной стороны сидят, заняли кумыки, с другой стороны начали потихоньку спускаться сюли, с другой стороны сидели кабардинские, ну, ныне уже черкесские или кабардинские беки. Вот. Кто там, у них там тоже между собой непонятно, то ли крымский хан владел этими, то ли другой там, я не знаю, вам уж черт ногу сломит. Но по сути одна сторона была за адыгами, другая сторона была небольшая часть за сюли, третья часть была за шамхалами. Вначале заключали договора, я вам еще раз повторяюсь, заключали договора, потому что силы были неравны. Но по мере уже реконкисты или по мере укрепления ногчи народа и спускаться на свои родовые земли, начали их уничтожать или прогонять. Начали расторгать с ними договора. Как раз таки вот этот кумык, который говорил, он предъявлял и говорил, что чеченцы должны выплатить контрибуцию за то, что они жили, с тех пор живут на кумыкских землях. Он об этом говорит, что мы должны выплатить репарации. То есть со времен там 15 века, он говорит, там миллиарды вы должны выплатить за то, что вы живете на кумыкских. То есть ногчи должны за свои земли выплатить ему миллиард. То есть вот такому человеку вы присылаете мне и говорите, что можно говорить с этим человеком серьезно, который говорит, что мы должны там за 300, 400 или 500 лет выплатить контрибуции за то, что мы живем на их землях. Якобы они основали Гудермес, якобы они основали все остальное. Ну как можно с таким человеком говорить? Что ты основал?
Зачем ты здесь это основал? Ты можешь там, где ты живешь, основывать все, что угодно. Опять же, мы не против каких-либо национальностей. Нет, тут, это выглядит очень смешно. То, что, да, пользовались, да, были хорошие взаимоотношения, дружеские взаимоотношения, но все меняется. И взаимоотношения, которые были на междуречии Терека и Сулака, и взаимоотношения в горной части, это разные вещи. Вот и все. Так. Ади Сурхо Эли Мусваст. Я говорю, 400 лет. Если так мы будем называть. Запрос на участие бывает. Бывает. Запрос на участие бывает, и я принимаю. Малгобекский и Псидах это земли не кабардинские. Малгобекский и Псидах это исконно чеченские земли. Потом кабардинцы с помощью царских. Но опять же, послушайте. Заур. Послушай. С помощью кого захватили кабардинские князья? России захватили, чей там зять он был и все остальное. Это вещи, которые, то, что ты говоришь, они принадлежали чеченцам. Окей. На каком основании? И я хочу, чтобы у вас было... Когда-то они были наши, да? Докумы там и так далее. Но от того, что вы говорите, были наши. Мы же говорим о завоеваниях. Завоевали, дошли. Чуть ли не до Герменчука подошли же они. Были кабардинские князья. Черкесские, хорошо, правильно будет уже. Если российские терминологии говорят, черкесские князья. Владели этими землями? Владели. Вплоть до Герменчука. Вплоть до чуть ли не низовьев реки Терека. Были. С кем они сделали? Свято место пусто не бывает. Пока нас не было, они осели на эти земли. Осели? Да. Посадили, кого бы они туда... Мы их когда отвоевывали потом... Когда-то эта земля была необитанная. Ну да, примерно, да? Необитаемая земля, свободная и так далее. Тому. Но говорите о том, что она была необитаемой, она потом была наша, мы первые поселенцы, все остальное не так все просто, как вы думаете. Факты, материалы. Факты, материалы. Они у нас забрали, мы воевали, отвоевали, освободили. Кто бы что ни говорил, до первой середины 19 века Малая Кабарда этими землями владели кабардинские или черкесские князья. Хотите вы этого, не хотите вы этого, ну и что? Моздок, грубо говоря, левая сторона Терека тоже принадлежала кабардинцам. Ну и что произошло? Черкесам. Что произошло? Их союзники, друзья, якобы, в кавычках, построили крепость Моздок. Против кого она была построена? И Моздок, и Кизляр, и весь этот редут из этих хуторов эстерских казаков. И Владикавказ, и Назрань, и крепость Грозная, и крепость Незапная. Против кого они были построены? История четко говорит, против кого она была построена. Понимаете? Поэтому нужно понимать вот эти вещи. Если по 1934 году Сунжинский район входил в Чеченскую республику, правильно, то по какому праву нынче входит в Ингушетию? Есть ли документы? Есть, конечно. 2018 год, заключение договора между главами субъектов Чеченской республики и Республики Ингушетия. Документы есть. В 2018 году окончательно закрылся вопрос о демилитаризации. Возвращение горной части, выровнение границы между Республикой Ингушетия и с которыми даже с этой как бы вроде бы правовыми актами все это есть, но даже с этим они не согласны.
Говорят, что якобы не по шариату, хотя ждали и по шариату они пришли и так далее. Но документы есть. Документы есть. Так и не было заключено соглашение. Почему между Дудаевым и Аушевым? Была спорная ситуация. Была спорная ситуация. Как пришли, так и уйти должны, говорили наши. Они говорили, нет, это якобы принадлежало нашим, потому что и так далее и тому подобное. У вас с нами больше, чем с вами, и пошло-поехало. Так-то они говорят и Давыденко, их и Асиновка, их Серноводская, их Бамут, их Ачхой-Мартан, чуть ли не их Шалжи, их. Они уже доходили и до Урус-Мартана доходили, и до Бердекеля доходили. Причем вполне серьезно взрослые люди с этими шляпами, всеми и так далее, с д'Артаньяновскими, которые сидели и говорили все это. Барт хербуй баци, питан хердудаци, абсолютно без разницы. Наши хавали, молчали все. Далваешь. Ну так это. В конце концов это привело к тому, что привело. Многие жили еще иллюзиями прошлого, говорили, вайгуняды, мы же в войнах, и мы же это. Но кому это нужно? Опять же, что нету никакого войнахизма и все остальное, написал еще Идрис Базоркин в своей книге из 70-х годов. Я вам показывал эту книгу, что это слово выдумано тем-то, чтобы убить слово чеченец и слово ингуш, он сказал. Чтобы убить вот это вот самоназвание, придумано это слово. Это же не мы написали первое. Нет, не мы. Просто проблема в том, что когда... Ладно, оставим. Эти вопросы, которые, я не знаю, никто не верит. Вы верите русским, мунядин, русским верить, хорошо, не верим мы русским документам. А каким нужно верить? Грузинским начинают. Окей, грузинским ты смотришь, там есть тоже такие вещи, которые, я же вам говорю, есть где пишут, и причем профессора, академики пишут и говорят, что вся башенная культура, архитектура построена на основе грузинской. И эти башни не принадлежат ни чеченцам, ни ингушам. Они говорят, это по грузинской версии, они были христианами, они построили. Начинают в Ахуште, но в Ахуште Багратионе там пишет такие вещи про наших женщин, мама, не горюй. То есть, если одно то, что он пишет, когда он унижает там якобы чеченцев или обделяет их территорию, он называет плоскостными чеченами, гордых называет кистинцами, кого-то дзурдзуками, кого-то глик. Эта информация им нравится, они говорят, это правда. Ты говоришь, читай дальше. А что там дальше сказано? А там идет дальше в прямом смысле оскорбление. Потому что он там называет наших сестер там такими-то, такими-то, таким. А это неправда. А это якобы, и мне нравится это. Да, он говорит, это информация, говорят, что такого не писал Вахушти Багратион. И сразу, якобы это было написано про осетин. А при чем тут осетины? Я не могу понять. Речь идет о чеченцах или об ингушах, и мы туда суем осетин. Это тоже неправильно. Грузины, советские ученые вообще заскакивали. Вашлам Цанардинец. Ордини, послушайте, да мне без разницы. Если у кого-то есть конкретно, кто хочет поговорить, приходите, говорите, спрашивайте. Любой национальности. Любой. Но есть одно но. Нужно показывать фейс. И на второй день не нужно просить, умолять, говорить, что вот дая видео, брат, сугальвелхли. Вот таких людей я не хочу. Я не видел оригинала Вахушти Багратионе, карту. Там есть, по его словам, якобы сделанная французом карта. Некий Курбанов, кто я не знаю, но я знаю, что есть француз, который сделал якобы на описании его доводов. Просто субханаллах, дошло до того,
что автохтонные ночью приходится доказывать, что мы коренные. Да, весь цадуак абус, чубик, ну, извините, если не говорить, как есть, не рассказывать, то люди, извините, 20 лет мы упускали. У нас были войны, первая война, вторая война. Все это время не до сказок было, не до книг было. Хотя некоторые попытки были, но не сильные. И ислам, так сказать, поддержал наш канал. Ислам дал сейдуэл, дал духуахуэл. Буддийснег эзершкасы удовлетил. Дала дикансбеком был. Вот. Ислам тоже поддержал наш канал. И это очень радует. Вот. Нет оригинала карты от руки Вахушти, и Вахушти в 28 лет уехал в Москву, и он ничего не знал о Кавказе. Вахушти уехал в Москву, он похоронен был там, я не знаю, сейчас репатриация, привезли ли его мощи или нет, не знаю, насколько я знаю, он похоронен был в Москве. Но почему-то его считают очень великим, большим историком, географом, всем остальным. Я просто-напросто в шоке был, когда вначале. Первый эту тему поднял Красный Горшок. После этого начали говорить, что вот эту карту продавливайте, там чеченцы вообще живут в захолустье, там ближе к Тереку, больше нет. И они начали ее гнать, якобы по его карте. Но он уехал в Москву, дальше больше как там, что там. Но понятное дело, если бы грузины ссылались на него, это ясное дело. Но опять же, я говорю, все еще какие-то материалы, когда ущемляют там, грубо говоря, территориально чеченцев, это является правдой, а остальное это все подделки и наговор на Вахушти, они тем самым, люди, которые это делают, тем самым играют, они хотят с одной заигрывать с грузинами с одной стороны, а с другой стороны они непосредственно очищают его. Ну, это тоже. До монголов Малгобек в Седахе жили чеченцы. Это факт из истории. После монголов снова чеченцы заселили Малгобек в Седах. С помощью царской России, опять же, ты начинаешь опять говорить одно. До монголов, речь, понятие, во-первых, до монголов, там были и другие. Были и сарматы, были и скифы. После них там были различные аланы были, после были хазарский каганат, после появились первых монголы, потом появились татары, потом появились Золотая Орда, потом там Ногайская Орда, потом татаро-монголы были. После татаро-монгол, уже после всего этого, только в последнюю очередь, то, что ты говоришь, там появились, грубо говоря, кабардинские князья. Опять же, с какой помощью? Во-первых, Малгобек названия не было. Не было ни Псидаха, не было. Псидах — красивая вода или чистая вода, там, как она называется. Это название адыгское. Вот. Но само слово Малгобек что обозначает? Вы же должны. С окончанием бек. Малая Кабарда. От этого Малгобек. Я не знаю, почему вы его там... Сами названия этнонимов говорят. Нохчима ташу дюч дала заур. А адиш так дюлкюрт цунте дожу диштара. Псидах это не наше название, Малгобек это не наше название. Если ты настолько уже начинаешь говорить, опять же я говорю, что это в X веке, в 8, 1 веке ты будешь говорить наше, а от этого, еще раз я говорю, мы говорим о гипотетических вещах. Во-первых, археологические или другие доказательства должны быть. А просто вейдер надо уж дать заур. Я же не отказываюсь от этого. Я не говорю, что это когда-то не было нашим. Я не говорю. Я говорю, были завоевания. И в конце концов, то, что Псидах остался за нами, за нашим народом, благодаря адыгам это, благодаря не им, какая разница. Так и есть, как есть.
Завоевали, продали, купили. Кто остался, тот остался. В конце концов, это оказалось теперь территория за Ингушетией. Ты послушай ингушей, они же говорят тоже, инаки сагапши все время были наши, гарду вожду. Другие мне предъявили, там начали говорить, уарствуя, сагапши вообще только чисто уарствуя, лахду, ульдау. Что я могу сказать? Башлам, получается, что кроме чеченцев на Северном Кавказе были протимуровские или анклавы Тамерлана, понятно, кумыки и другие тюркоязычные были. Конечно, опять же, пришли ли они, кумыки или другие остальные, с Тамерланом или нет, это они говорят намного раньше, что они гунны, ну, чтобы вы понимали, времена гуннов, кемерийцев, это вообще дальние времена, это фактически во времена сарматов, это тысячи лет тому назад, они говорят, что здесь, на этих землях. Опять же, доказательства нема. Понимаете, вот в чем проблема. Башлам, больше всего раздражает, когда пришлые народы доказывают нам, что наши, я не против них, братья, не делают ничего, просто надо знать хошелбу. Да, я об этом и говорю. Его Москва полюбила, что он лично убил этих грузин по подданству России, и этим он был как убийца грузин. Я не могу сказать, ну, убийца нет. Я знаю, что одним из основателей вот этого университета, МГУ, кажется, да, другом или Ломоносовым он якобы был. Вот такую версию я слышал, а убивал ли он своих грузин или нет, я не знаю, честно сказать, он уже не был во всей Грузии, не говоря о Кавказе, вывода, он черт лживый сочинял на подачке царя сказки про Кавказ, который он и 5% не дал. Ну, значит, он некий аналог нашего Лаудаева, получается так. То же самое можно сказать и про нашего Лаудаева. Не был на всей территории о Чечне, но якобы говорят, что он написал все о Чечне. Вот так вот. Меняем позицию. Бяхмобил, если мы не будем подзаряжать свой. Вот так вот. Видел карту, где Северокавказ записано как Гелия? Видел. Гелия название скифов по латыни. И карта это до конца, это конца 19 века в США выпустила фирма, которая торговала настенными картами. Ну да, но самое интересное, мне понравилось то, что когда мне рассказали, что это карта 15 века, говорят, и она в Америке. Возникает вопрос, как карта 15 века может быть в Америке, когда Америки не было в 15 веке? Как государства не было такого. Кто это делал? Ацтеки это делали, я не знаю, это кто делали? Инки, это в лесах Амазонии писали о Кавказе, я не знаю, не могу понять никак. То есть, чтобы вы понимали, карту 15 века, 14 века, где указана Гелия, мне объясняли, что это карта оригинал, и она находится в Соединенных Штатах Америки. То есть ее в Америке сделали. Но как сделать могли карту в Америке, когда Америки самой не было? Там есть самой-то от горшка 2 вершка, там 200 или 300 лет Америки. Окей, если вы говорите, там это коренные американцы должны были сделать. Это те, которые сейчас резервациях живут, да? Майя, ацтеки, я не знаю, южные американцы это сделали, североамериканцы это сделали. Кто это сделал? Ты задаешься обычным вопросом, и где ответ на этот вопрос? Опять же, Гелия, кто это говорит, что это, если это, почему это не могли быть Галай, допустим? Я не знаю.
Я знаю одно, что это одна версия одной карты, нигде ранее нету этого. Если это сказали бы, что это Галай указанный, это можно было бы еще понять, можно было бы это проверить. Но то, что это были другие, это очень... Какой 15 век? Он дважды печатал карты, и у него за лживость отобрали лицензию. Этот человек сам никогда не выезжал в США, он бизнес делал. Но я тебе про другое. Опять же, Заур прислал одну и ту же тему. Я сказал про это, ваши дагестанцы. Я опять же вам говорю, то, что захватывали земли с помощью России или отдавали чеченские земли, я больше вас об этом печатал. Я не говорю, что это не так, что с помощью царской России они получали эти земельные наделы. Да, это было так. Но где мы были в то время? Нас же не кабардинцы загнали в горы, правильно? И в принципе, как таковой, и Россия это не смогла, хотя Ермолов хотел повторить там то, что сделал Тамерлан. Не удавалось. Понимаете? Я свое мне высказал, Заур. Если твое мнение такое, пускай будет таким. Я уже повторно, уже по второму кругу идти не хочу. Ибрahim, если есть вопросы, задавай еще. У нас осталось 18 минут, и я не хочу как бы терять время. Мы должны экономить, беречь, как говорится. Надо все. Я теперь понял, что каждый кусок, что бы то ни было, буду максимально беречь, чтобы мы могли провести эфиры. Должно на завтра хватить и на послезавтра, чтобы все это пропорционально сохранять. Честно, я даже не думал, что сегодня, конечно, будут кто-то заинтересуется и будут задавать вопросы по истории. Честно, я думал, тематика сегодня будет только Турция, Сирия. Ну, многие по этому вопросу только задавали. Но раз есть потребность, если есть вопросы, я и отвечаю на них, конечно же. Насчет книги задумался. Ну, сейчас мои некоторые братья, сестра и брат с Ютуба говорят, что нужно как бы открыть сбор для работы над книгой. Откроем, и кто захочет, может задонатит. И мы уже после этого, когда наберем достаточную сумму, возьмем хороший ноут и начнем работу и над книгой тоже, да. Сирии помогают ли сейчас? Помогают, ислам. И с Европы наши ногчи отправили, и отсюда вот 2 рейса, насколько я знаю, 2 Ил-76, 2 борта вылетели, сказали, уже выделили. Видать, еще будут, пока, насколько я знаю, 50 тонн помощи собрали, хотя хотели только 10 тонн собрать. Но 50 тонн и 12 часов ночи сегодня закрыл сбор. И, как говорится, все это отправят и в Турцию, и в Сирию пострадавшим. Я сейчас кое-что скажу, вы не поверите. Наткнулся на канал, там соседи и полное серьезное и вполне серьезно землетрясение, что зафиксировали сейсмологи на Кавказе, в том числе Республика Ингушетия, обвиняет в этом чеченцев, да. Я Франция, я знаю, но доходит ли до Сирии? Ислам, я не знаю, где ты, но, насколько я знаю, те, кто там есть, доходит или не доходит. Аллаху алям, будем надеяться,
что с помощью Всевышнего Аллаха дойдет. Сейчас там замешаны очень многие общественные организации, и сама Турция содействует этому, чтобы дошли до беженцев. Будем надеяться, мы ничего не можем сделать иначе. Если так судить, как ты говоришь, получается, тогда можно и вообще сказать, до них не доходит и не стоит им помогать по самому слою. Мы делаем все, что в наших руках, и Аллах видит наши сердца. Будем надеяться, что помощь дойдет до всех нуждающихся. Тем более вещи, питание, вот такие простые вещи, это же не деньги. Деньги можно, золото, что-то там украсть можно было, если ты имеешь в виду, что государство в этом. А вещи простые, чтобы тепло было, пледы, такие вещи, я думаю, что и власти никому не нужны, поэтому оставят, чтобы они дошли до простого мирного населения. Ну, Гуно, я почему-то не удивлен, честно сказать, и будут такие люди, которые землетрясения к нам приписывают и все что угодно. Но это глупо, очень глупо такие вещи делать. Помогаем мы ради Аллаха, а на остальное будет надеяться и уповать. Да, именно так и есть ислам. Все, что мы можем сделать, мы сделаем. Все в руках Всевышнего. А наивные чеченцы в 1993 году взяли и со своим чеченским населением отдали свои исконные земли. Малгобекские, Сунжинские, Псидах, Ингушетия, но только так только чеченцы отдают. Завор. Наивность наша, конечно, безгранична. Тут я с тобой согласен. Время все покажет. Покажет, поставит, расставит все на свои места. Я так тебе скажу. Думаю, ты и сам это догадываешься. Минутку. Поступил донат в поддержку нашего канала за сейсмологов. Гуновец топит, как всегда. Да, сейсмологи, это, конечно, наше все. Таких бы сейсмологов надо было бы использовать по полной программе. Если бы были бы они везде, наверное, нигде бы землетрясения не было. Вот. Честно сказать. Сильнейший сейсмолог. Не знаю, честно. Это страшная картина, шутки шутками, но такое землетрясение. Это страшная картина. Да, Лордуэлл Ходсуна. Честно сказать, я думал, что пострадали в основном только многоэтажки. То есть больше, которые 5-6, там 10-этажные дома. Но оказывается, пострадали и частный сектор очень сильно пострадал. Вот, это, конечно же, очень опасная тема. Башлам. Строили ли чеченцы башни на равнинных местах или только в горных? Строили. Доказательства есть, и карты есть, и описание есть. Дейр строили в ущельях, и Сюлькуарт, нынешнее Ханкарское ущелье оно называлось, и на равнинах, и где до крепости Грозная, и до Чуртухи, Орзагал, Ошелметик. Это на стык, не стык, а правая или левая сторона Сунжи. На нем строили очень много. Башлам, за картой сейф стоит. Ордени 9, Воша.
Там такая стена, что если только такой маленький сейф, нету, к сожалению. Ваша очень сейф, что и ломаем. Пока ни сейфа не нужно, ничего. Наши карманы пока сквозняк. Денег нет, но вы держитесь в ситуации пока, так что до сейфа далеко. Сейфа нету, к сожалению, там только картины. Вот это с пейзажем, без всяких животных. А карты, где написано, да, есть, я публиковал, кстати, Гуно видел, и мы публиковали 2 или 3 карты, где написано чеченские башни, то, что были на равнинах. Конечно, были на равнинах. А не только здесь, и в Аухе были, то есть на этих реках, где находится Аух. Турция, Керчь, землетрясение, Метхяхенбах, Багдудат. Не знаю, Заур. Тут, конечно же, говорят о теории заговора. Честно сказать, я не знаю. Есть видео, я видел эти видео. Сказать однозначно, это оружие называется геологическое, кажется, оружие вроде бы, но доказательств нету. Сколько же селений мы погубили, наше наказание поражало ночью или полудневного отдыха, да, имду ислам. Да ладно, наверное, донаты складываешь. Валлах, братан, если донаты складывать, то боюсь, что огорчение нас ждет, Ордений. Эти донаты, да, когда бывает там 1500, ну и Бряшка знает, какие у нас бывают донаты. Больших донатов нету, да из чего там складывать. Чуть-чуть, если соберу сразу книги, даже, как говорится, что-то пытаешься взять из техники, то не получается. Один сам, конечно, ты не можешь что-либо сделать. Когда многие, все, получают, давайте там, у тебя же подписчиков много, может, все по чуть-чуть соберут. Ну, среди тех, кто донатит, их от силы максимум человек 10-15 пьецаулсундер. Ничего не собирается, так что складывать нечего. Могу тебе показать все карты. Кстати, все 3 карты в основном на них арест стоит, потому что они в минусовом балансе. Так что нечего складывать. Землетрясение первое было 7,4. Да, это очень опасное. 7,4 это не все так просто, конечно. Это опасно. Да ладно, так, Башлам, ты на Фейсбуке есть? И есть, на Фейсбуке есть Дарья Борс. Башлам Чимаев написано. Конечно, есть. Я публикую все на Фейсбуке. Слышал, при 14 баллах у животных ноги ломаются. 14 баллов не слышал, но, насколько я знаю, самые большие 9 баллов было 9-бальное землетрясение. Если я не ошибаюсь, это было в Мехико. Самые сильные многоэтажные сооружения, которые могут выдержать 9-бальные, как говорится, шторм не скажу, но 9-бальную шкалу, построенные здания на этих амортизаторах в Мексике и в Японии. Они строят, то есть при землетрясении до 9 баллов их здания стоят, ничего не рушится. Но там очень сложные технологии, очень дорогостоящие, на амортизаторах, вроде бы они говорили, делают их. Ну, вы знаете, да, Япония островное государство, там очень часто бывает и цунами, и землетрясения, поэтому самое опасное это 9-бальное, насколько я знаю, больше я не слышал. Но часто бывает в Мехико и в Японии, слышал я, поэтому... Самое простое в данной ситуации это неармированные, вот эти армированные дома, мощные и так далее и тому подобное. Они помогают только в случае военных каких-то, если война идет. Выживаемость, самое интересное, заметьте, выживаемость и ранение легкое, все остальное было только в одних домах. Это те дома, которые строили наши предки, когда спустились с гор вниз. Это вот эти турлочные дома из самана.
То есть выживаемость в этих домах очень высокая. Даже если падала стенка, если там, не знаю, как бы то ни было, крыша тоже, перекрытие, они же не каменные, не бетонные. Все было просто, если даже падал саманный дом или каркас падал, можно было спокойно выжить. Вот. Ну, сегодня, если ты такое скажешь, тебя засмеют, скажут, ну, ты что за систему там саманных домов? Летом было холодно в них, зимой было тепло. Да, конечно же, от каких-то мелкокалиберных там автомата, пулемета они могли спасти, от больших не спасут, но все-таки саманные дома, турлочные дома, они имели как бы свои большие плюсы. Ну, разве сегодня можешь, сегодня строят хоромы, там, армируют их, все остальное, но при землетрясении эти вещи не спасают, честно сказать. Есть, конечно, могут со мной поспорить специалисты, там, якобы, если хорошую, там, армированный сделать каркас. Опять же, что бы ты ни делал, давайте не будем о плохом, да, лардуайло отсюда. Друзья, ну, задавайте быстрее вопросы, у нас осталось еще, ну, может быть, 5 минут, не больше. И после этого, наверное, сегодня я уже остановлю эфир, и на завтра дальше уже перенесем, а то не хочется. Саманно-каркасный дом самый надежный. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Да, брат, ну, я об этом и говорю. Они, конечно же, самые, честно сказать, и построить его можно было намного быстрее, и экологически чистый, все было в нем хорошо. Все было. Да, говорю. Завтра продолжим дискуссию, так сказать. Ну, еще пока время есть, минут 5 я отвечу на вопросы. И на завтра уже, дальше уже пойдем на завтра. Да нет, я мог бы, конечно, продолжить, но пораньше я захожу так, чтобы у нас есть зрители с Канады, с США, с Европы, там разница во времени. Если раньше заходишь, там бывает вообще на 2 часа раньше, там, поэтому, чтобы все успели, кое-что есть для тебя, скинул личку. Окей, хорошо, братан. Поэтому самое золотое время я выбирал. А сегодня я чуть-чуть задержался, там надо было поехать, кое-что передать. Поэтому, ну, неважно что, задержался я чуть-чуть в связи с этими событиями сегодняшними. А так в 10, 11. Завтра выезжаем на место землетрясения, Нохчи, Юрчик, Чердак и так далее. Живое видео, Лучун, личку Асьязи в группу добавлю. Мусаб, скинь мне видео, если у тебя будет, в директ скинь мне по 50 секунд хльчан скачать Елрион, а я и так халдаться, и я их опубликую массально гайтит. Если ты хочешь, конечно, если ты говоришь, я автор, не хочу, но если ты скинешь, я с радостью опубликую, и чтобы могли и наши люди успокоиться, и если ты скинешь, я буду рад. Если тебе нужен WhatsApp мой, зайди мне в директе точку скинь, я тебе скину номер своего WhatsApp, ты сможешь по WhatsApp отправлять, и мы быстро-быстро будем публиковать, где вы были, что там рассказывать, если ты там скажешь хара-хараду башлам, хара-хараду, заснять, я бы быстрее бы раскинул. У нас без малого за 100 тысяч живой аудитории, мы доведем до всех эту информацию. А вам, чем больше наш народ узнает правду, истину, как бы с первого места, это будет хорошо. Да, в
Афгану есть, конечно, претензии, но, может быть, они рассчитывали на то, что там не бывает таких землетрясений. Может, из-за этого, хотя черт его знает. Всякое может быть. Ладно, друзья, на сегодня мы закончим, наверное, эфир. Сейчас уже 2 часа. В эфире мы уже почти 3 часа побыли. Сэкономим чуть-чуть на завтра. Возможности у нас немножко ограничены, поэтому всем, кто сегодня принял участие, все, кто поддержал нашу работу, Дерез Хил, Далсага Ивел, Ашлястул Дака, Вайбелх Юка, Ашлястул Дак, Далсиду Элшу. Без вас бы никак. Сестренка Таиса, ты с Ютуба единственный, кто задонатил, дал Духяхуэлхо, дал Сейдуэла. Ты, как всегда, пытаешься, помогаешь всем, что есть. Любим, ценим. Огромная благодарность моим ютубовским подписчикам за активную работу, за то, что задавали вопросы, за то, что вам было интересно. И не забывайте, любая информация, касающая нашего народа, важная, прочитали, книгу увидели, там, карту увидели, особенно старая, всегда отправляйте, мы опубликуем. Это важно, это нужно сохранить в нашем, как говорится, Инстаграм, сохранить на всех наших ресурсах. Это все для нашего будущего поколения. Завтра мы с вами в эфире, да, или в 22:00, или 23:00. Ждите наш стрим, завтра продолжим. На сегодня мы закончим. Я, как вы знаете, до 3-4 не сплю. Можете отправлять вопросы, или там, я на связи, короче. Если я каким-то образом кого-то обидел, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня за все, что я сделал, осознанно или неосознанно. Я хотел лишь поговорить с вами по душам, правду и трактовать историю в моем понимании, осмыслении, так, как я вижу. Всем добрых снов, спокойной ночи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлам. А так, пишите в директ, буду рад